Ингушские хоккеисты готовятся выступить на первенстве СКФО. Подводим итоги прошедшего года о достижениях в области культуры в выпуске. +1. Новый туристический маршрут. Куда он ведет, расскажем. Приветствую, в эфире новости. В Трудовой кодекс страны внесли изменения о льготах и гарантиях женщинам, работающим в сельской местности. Поправки распространяются на всех работниц, от сотрудниц предприятия агропромышленного комплекса до медиков, библиотекарей и работниц почты. Им предоставляются такие льготы, как дополнительный выходной в месяц без сохранения зарплаты в случае подачи письменного заявления работодателю. Сокращенное рабочее время – 36 часов в неделю, если федеральным законодательством для них не установлена меньшая продолжительность рабочего времени. При этом заработную плату они будут получать в полном объеме, как за 40-часовую рабочую неделю. Если же сотрудница должна трудиться по 40 часов, то переработка признается сверхурочной работой и оплачивается в повышенном размере. Но стоит отметить, что те, кто живет в деревне, но работает в городе, этих льгот и гарантий иметь не будет. А если женщина из города приезжает на работу в сельскую местность, то получит их в полном объеме. На ингушском льду завтра будет жарко. Стартует второй этап окружного первенства среди юношей до 13 лет. Звания лучших будут оспаривать 4 команды из Волгограда, Донецка, Ставрополя и Ингушетии. Наши хоккеисты только на днях вернулись с соревнований. С каким результатом, расскажет Харун Аздоев. Важная победа юных хоккеистов команды «Магаз» на выезде стала дополнительной мотивацией, столь необходимой им перед предстоящим стартом турнира среди команд регионов Северокавказского федерального округа, который состоится в ближайшие дни. На протяжении 2 дней на Ставропольском льду наша команда оспаривала первенство с еще 5 хоккейными коллективами, с каждой из которых пришлось сыграть по 4 матча. В отличие от оппонентов, для магасовской команды это были первые соревнования в их спортивной карьере. Можно представить, как ребята волновались. В первой же игре ингушским мастерам шайбы противостояла местная команда «Тайфун», по-хозяйски выигравшая со счетом 9-3. После этого нашим спортсменам удалось собраться и показать свой лучший хоккей. Ахмед Мальсагов отличился наибольшим количеством забитых шайб за весь соревновательный цикл, за что получил специальный приз и признан лучшим нападающим турнира. Я забил 8 голов. Самые запоминающие их 2. В третьем матче и в последнем матче. В третьем матче я забил почти что с синей линии. Мне дал голевую Мальсагов Магов. В четвертом матче мне через борт дал Мальсагов Ансар. И я вышел 1 на 1 и забил. После не совсем успешного старта на турнире в Ставрополе наша ледовая дружина буквально разгромила соперников, побеждая всех в сухую. Неприступнее всех свою позицию держал вратарь магасовцев Расул Дидигов. После поражения от хозяев арены он не пропустил в свои ворота ни одной шайбы. Хотя, как считает сам хоккеист, ему не удалось показать все свое мастерство. Неудивительно, ведь это были их первые матчи на выезде. За это второе место я чувствую свою вину, потому что я бы больше отбил, что наша команда могла занять первое место. Теперь я буду тренироваться и становиться лучше, чтобы на других играх не пропустить ни одной шайбы, как это делал Третьяк. Молодые спортсмены тренируются в хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова, на примере которого тоже стремятся к олимпийским вершинам. Ставропольский турнир «Кубок Деда Мороза» стал первой попыткой рыцаря льда из команды РЗ покорить пьедестал победителей. И нужно признать, достаточно успешный получился дебют. Наставник юных призеров Александр Плотников доволен своими подопечными, но останавливаться на достигнутом команда не намерена, потому что именно на таких турнирах растут спортсмены. Они очень большой толчок дают им и в плане хоккейного роста, и в бытовом, и в жизненном. То есть ребята очень сильно меняются, когда чем больше выездов, тем лучше, чем больше игр, тем уверенность приходит. Сейчас мы планируем сыграть 9, 10, 11 товарищеские игры. Тоже со Ставрополя команда приедет 10-11 года. С ними поиграем. И в дальнейшем несколько турниров запланировано в феврале. Вместе с нашими призерами выигрыши по итогам Ставропольского турнира и ингушские болельщики, преданные этому зимнему виду спорта. Сейчас мастера ледовых ристалищ готовятся к предстоящим играм нового сезона и намерены превзойти свой результат на крайних соревнованиях.
После каждого сражения хоккеисты обретают виртуозное мастерство и скорость, зрелищность которой не перестает удивлять поклонников хоккейных баталий. Наша команда, она сильная, способная и побеждает. Когда мы выиграли, тренер обрадовался и сказал, сейчас еще будет игры. Вот эта ставропольская команда, она выиграла с нами. Сейчас она приедем и отыграемся, и займем первое место. Юные хоккеисты порадовали всех своих болельщиков, и в первую очередь родителей и близких. Будем следить за успехами нашей команды и ждать новых побед. Харон Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Как частично вернуть деньги за полученные уже сейчас медицинские услуги? В законах все прописано давно, но многие о такой возможности еще не знают. Вычет могут получить те, кто оплатил услуги по своему лечению или лечению супруга, супруги, своих родителей или детей в возрасте до 18 лет. А также к вычету подлежат медикаменты, назначенные врачом, и страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика и вышесказанным близким родственникам. Компенсировать НДФЛ можно только суммы, равной 120 тысяч рублей, то есть получить обратно можно 15 600 рублей. Далее речь пойдет о стремительно разрастающемся селе Нижние Очелуки. Увеличение числа населения требует соответственных социальных перемен. О них расскажет Зухра Дугиева. Многочисленные предания, дошедшие до наших дней, гласят о неимоверной щедрости и благодатности земель Очелуки. Раньше здесь был пустырь, и сюда привозили в наказание. Спустя десятилетия ситуация в Нижних Очелуках значительно поменялась. На этих землях стали заселяться люди, и сегодня в селе нет свободной площади или неиспользуемой территории. مش بس ده اشتانيستات حتى باج يوش تايوقة عن حسب يعني صوم دبوش جانش هم يوهي ترك عادلا ترتسات قد عادلا ديار ترك الخنشوسكي دلين أرشات يعني اشت ده أخي شاب وزنخ. Долгие годы жители Нижних Очелуков ждали строительства единственного на территории детского сада. Сегодня объект полностью готов к функционированию. Здесь все разложено по полочкам, не хватает только детей. Есть ряд причин, вследствие которых детское учреждение не может начать работу. По словам заведующей, ждать осталось совсем немного. Наш детский сад построен в 2018 году, а мы открылись в 2019 году. В апреле мы открылись этого года. Жители села и многие люди не с терпением ждут открытия нашего детского сада, потому что многие дети сидят дома. У нас в селе построен первый детский сад. Мы ждем функционирования. Сад построен на 220 мест. Мы ждем лицензию образовательную деятельность. В связи с задержкой некоторых документов, но мы надеемся, что в январе мы откроемся. Жители села чуть ли не каждый день приходят сюда в надежде на то, что с открытием садика появятся и рабочие места. Мы очень довольны, что в нашем селе открыли новый детский садик. Как вы видите, садик очень красивый, площадка, все обустроено так, как надо. Вот мы, родители этих детей, очень надеемся, что откроет этот садик. В 2017 году в селе на месте старой школы открыли современное общеобразовательное учреждение. Учебное заведение рассчитано на 540 мест. Обучаются более 700 учеников. Но это только с этого села. Уже несколько месяцев в стенах школы обучаются и школьники из Средних Очелуков. Полностью оборудованы все кабинеты у нас. Спортзал есть, актовый зал свой есть уже. Раньше мечтали, столовая есть на 180 мест. Так, сколько смен вы занимаетесь? Мы занимаемся только в одну смену. Из-за того, что нам пришлось в этом году уступить или подарить, мы соседям предоставили возможность из Средних Очелуков школы номер 15. Им начали строительство новой школы.
Из-за этого им пришлось переехать к нам. Во второй смене они у нас занимаются. Сегодня в школе своего рода праздник. На нужды общеобразовательного учреждения выделили 2 газели. Торжественное вручение в городе Магаз состоялось. Мы уже, наши водители, приехали. Праздник, как бы уже 2 газели помимо добавок получили. И сейчас спокойно можем подводить наши учащиеся. 8 километров от школы живут наши некоторые учащиеся. Это же уже расстояние огромное же. Помимо образовательной системы, в школе на хорошем уровне проводятся и досуговые и познавательные мероприятия. Работают кружки по кулинарии, швейному мастерству, шахматный и кружок технологии. В каждом кружковом классе есть все необходимые для занятий условия. Не считая швейных машинок, здесь предусмотрели даже гладильную доску с утюгом. Мы тут записываем теорию, потом учимся на практике. Я уже сделала юбку, футболку. Я считаю, что это полезно для каждой девочки. В Доме культуры занимается и хореографический ансамбль «Онгушт». Ребята – победители республиканских, северокавказских и всероссийских конкурсов и фестивалей. Летом танцоры приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Огни Кавказа», где заняли гран-при и 2 первых места. Недавно выступали в Пятигорске в 2 отборочных турах – чемпионате России по кавказским танцам и отборочном туре в области исполнительного искусства, где и стали чемпионами, лауреатами 1-й степени чемпионата России по кавказским танцам. А в этом месяце ансамбль едет на финальный тур в город Сочи, где пройдут 2 отборочных тура – «Имена России» и ежегодная международная премия Art Open World. Если ансамбль пройдет оба тура, то они войдут в список коллективов, которые будут вызваны на Олимпийские игры, которые в этом году должны пройти в Токио. Зухра Дугиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Встретив новое десятилетие, подводим итоги 2019-го. Сейчас подробный обзор положительных изменений в культуре. Досуговых учреждений стало гораздо больше. Построены новые, реконструированы старые. Увеличилось число проводимых мероприятий и уровень охвата населения. О прошедших зрелищных событиях репортажа Рейдат Халухоевой. Новые постановки, театральные марафоны и фестивали. Год театра в Ингушетии, как и обещалось, стал насыщенным культурными мероприятиями. Началось все с небольших гастролей Русского драматического театра по всем городам и районам республики. На сцене актовых залов местных ДК спонтанные мизансцены спектакля «Риск». То и дело сменялись загадочным произведением мировой драматургии «Гроза» по мотивам знаменитой драмы Островского. Недетская история для подготовленного зрителя. Она звучала, впрочем, на подмостках новых домов культуры, открытых в республике за последние 2 года в рамках федеральной программы. Еще в начале 2019-го свои двери распахнули 3 таких объекта в сельских поселениях Верхние Ачулуки, Алкун и Ашты. Концертный зал, кружки для творческих занятий, вокал, изо и хореография. Словом, создаются все условия для развития талантливой молодежи. Дети до сих пор не имели возможности для своей творческой реализации. Ведь в каждом ребенке есть определенные свои способности творческие. А когда таких условий нет, чтобы они реализовались и выявились, конечно, ребенок как бы однобокое развитие происходит. Но теперь у нас имеются возможности по их наклонностям, способностям выявлять и дальше их развивать, эти способности здесь. Вместе с одним из таких очагов культурного благополучия в республике открылся и фестиваль национального этикета. Начиная с февраля и в последующие 3 месяца ценители искусства со всего региона соревновались в знании ингушского танца, его истории, техники, этики и эстетики. Главная задача мероприятия – сохранение и пропаганда духовно-нравственных ценностей ингушского народа. ويقان هماش دوزيت وعادة دوزيت غلا غلق حلصو دقة صم دقة إذا ما حد بواج دعم بيت سان دحيخ يعني إذا إلي رجع أردنت. Фестиваль, он не случайно возник, идея эта возникла, она
долго, в принципе, имеется в виду сам конкурсная подготовка и так далее, вот разработка положения. Впервые в Ингушетии отметили День национального костюма, как не просто атрибута одежды, а социального кода нации. Каждый элемент наряда, мужского или женского, это ключ к истории, культуре и быту ингушского народа. Найти его гостям мероприятия помогли через музыкальные и танцевальные выступления творческих коллективов, мини-показы, спектакли от Русского государственного музыкально-драматического театра республики. А изюминкой праздника стал показ национальных костюмов известных ингушских модельеров, сумевших передать в своих нарядах всю элегантность, строгость и изящество женской национальной одежды не только ингушей, но и других народов Кавказа. Наша натура, она строгая, красивая и отличается во многом. Наш этикет, наши адаты – это все производные той формы, которую носили на протяжении лет наши предки, и то, что мы сегодня продолжаем сохранять, и то, что сегодня необходимо пытаться вернуть хотя бы как какую-то эклектику, какое-то сочетание национального и европейского. Костюм – это предмет прикладного искусства, это, можно сказать, это социальный код народа, потому что в нем и характер, его взгляды, его парадигма, это и художественные, эстетические какие-то взгляды на окружающую жизнь. Охватить в костюме можно прочитать всю историю. 2019 год стал действительно рекордным на культурные мероприятия. 35 проектов, самым масштабным среди которых стал Всероссийский театральный марафон. В крупнейшем событии года театра участвовали 85 регионов страны. Ингушетия стала 73-я в списке. Нашему театру эстафету передал Ставропольский академический театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы полюбили нас, чтобы вы познакомились с нами поближе. Мы привезли сюда 3 спектакля, 2 для взрослой публики, 1 для детской. И нам бы очень хотелось продолжать дружить с вами. Считаю, что это уникальная возможность для всех театральных зрителей республики познакомиться с творчеством кавказских театров. Это мероприятие станет важным стимулом для дальнейшего развития театрального искусства республики, для укрепления связей с творческими коллективами других регионов России. Позолоченный веер с изображением гербов всех регионов России 3 дня был в Ингушетии. После уже наш регион отправился с гастролями в Чеченскую республику, чтобы передать эстафету им. Наши артисты показали спектакль из 7 веков по мотивам романа классика ингушской литературы Идриса Позоркина. Также в программе этих гастролей был запланирован спектакль «Две стрелы». И мы бы хотели просто вот этой истории 2 стрел, где выпускаются 2 стрелы и впервые убивают соплеменника. И финальные фразы главы «друг на друга, брат на брата» – это конец. Хотели этим спектаклем как-то, будем так говорить, уберечь зрителя, сказать, что хватит уже 2 стрел. Вообще потрясающий марафон проходит по стране в год театра, дает возможность всем республикам, регионам побывать друг у друга в гостях, сыграть и показать свое творчество, свои театры. Это просто потрясающая возможность, которую нам дали. Запомнился год и празднованием 25-летия со дня основания Республиканского дома народного творчества. Торжественное мероприятие по случаю юбилейной даты состоялось в ДК Кантышева. Здесь было все: праздничный концерт, юмористические сценки и, конечно же, награждение лучших деятелей культуры. Юбилейным этот год оказался для детского танцевального ансамбля «СИК». Вот уже 5 лет они танцуют на 5, побеждают на международных конкурсах и фестивалях, становятся многократными лауреатами различных премий. Свое творчество ансамбль продемонстрировал на сольном концерте в ДК города Назрань. В этом же зале, кстати, состоялась торжественная церемония открытия 6-го международного кинофестиваля «Золотая башня». В ней уже по сложившейся традиции приняли участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. В
течение нескольких конкурсных дней жюри и зрители успели оценить 50 картин из разных стран и российских регионов. Обладателем гран-при кинофестиваля стала кинолента Александра Галибина «Сестренка». Военная драма, рассказывающая о годах Великой Отечественной войны. За лучший ингушский фильм этого года присудили ленте «Папаха ингуша» Абрек Суламбек режиссера Лейлы Гагиевой. Также лучшим документальным фильмом Ингушетии была признана картина под названием «Вербовщики», созданная на телекомпании «Ингушетия» автором Юсупом Гелисхановым. 6-й международный кинофестиваль «Золотая башня» объявили закрытым после традиционной кинохлопушки. Я получил награду за одну актрису, которая получила, которая играла в «Балканский рубеж». Я обязательно передам. Она не могла приехать, потому что снимается на Крыму. Не могу отметить одну вещь. Я был на много фестивалей, знаете, в Локарно, в Берлине, в Каннах, в Венеции, везде. Но я очень люблю такие фестивали. Маленький такой, но теплый и как семья, одна семья. 19-й год запомнился и сменой руководства Министерства культуры и архивного дела республики. Микаила Базоркина, который занимал этот пост с 2018 года, сменил народный артист Ингушетии, автор сотен песен, певец и композитор Тамерлан Зейтов. Также в уходящем году продолжилось строительство новых домов культуры. В 2019 году в Республике Ингушетия построено 6 домов культуры в сельских поселениях. Торжественное открытие этих домов культуры пройдет в начале 2020 года. Будут привлечены артисты, филармонии, театральных учреждений Республики Ингушетия. На самом деле культурная жизнь Республики Ингушетия была очень активна, насыщенна и разнообразна. В уходящем году Ингушетия традиционно приняла участие во всероссийских акциях «Ночь кино» и «Ночь музеев». Еще одну ночь, но уже искусств под девизом «Искусство объединяет» отметили в октябре. В этот вечер культурные мероприятия одновременно стартовали во всех городах страны. В Ингушетии рабочий день продлился на несколько часов для коллективов музеев и мемориалов. Там прошли выставки и кинопоказы. Комплекс мероприятий, посвященных искусству. Это, во-первых, презентация нового издания Национальной библиотеки «Театральная жизнь Ингушетии», который вышел в рамках Года театра. В нем раскрыта история всех театров нашей республики, и библиография, и биографии всех актеров. Значимым для Года театра стал и театральный этнокультурный проект «Легенда Ингушетии», инициированный заслуженным деятелем искусства республики Микаилом Базоркиным. Проект был разделен на 5 блоков. Начался он с показа спектакля «Утикмасок» и «Гигаст». Не будет у ингушей князей, но будут у нас эсдихонги. Это история, которая должна иметь за собой продолжение, и вот этот пласт истории нужно поднимать и реанимировать. Продолжением его стали спектакли «Любовь Калоя», «Паспорт» и «Млечный путь», «Горы» и «Вековые башни», лучшие декорации существующих. Именно они помогли актерам Русского драматического театра воплотить идею и окунуться в историю народа, умело раскрыть всю палитру красок ингушской событийности, уделив особое внимание этикету и предметам быта. Идея, зародившаяся еще в начале года, стала реальной благодаря поддержке Министерства культуры как России, так и Ингушетии. Это очень давно все происходит. Театр Адата, театр этикета, потом вот здесь начали фестивали этикета. К этому подключились наши соседи из других республик, им тоже стало интересно. Да? Где-то это уже практиковалось, прежде в другой форме, да? Мы никак не дублируем друг друга. Вот, но в иной. Потом родилась идея создания фестиваля этикета сначала ингушского, потом уже общекавказского и, может быть, даже международного. Открытием прошлого года стал и первый международный фестиваль театров кукол «Праздник гор», где также участвовала наша республика. Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина представил спектакль «Мертвые души» на ингушском языке. Идет работа и уже сдан спектакль «Когда Арбат перевернется». В том числе Русский государственный музыкальный драматический театр завершил постановку спектакля «Хаджи Мурат». Театр юного зрителя поставил несколько спектаклей для наших юных зрителей. В следующем, в 2020 году, также эти театры будут осуществлять постановки. В рамках тоже реализации национального проекта «Культура» каждый из этих театров поставит
спектакль, но вместе с тем при поддержке федерального центра и в рамках, как я уже сказал, реализации нацпроекта будет усилена материально-техническая база этих коллективов. В 2020 году планов по развитию культурной сферы много, в частности, продолжать работу по исполнению нацпроектов. При этом особое внимание необходимо обратить на реализацию всех государственных программ. Жардат Хулхоева. Итоги года. Сегодня Сулумбеку Асканову исполнилось бы 77 лет. Напомню, 7 февраля 1992 года ценой своей жизни он спас сотни людей, отвел свои самолеты и не дал упасть крылатой машине на жилые дома в деревне Хворостянка Липецкой области. За этот героический поступок указом президента России от 11 апреля 1992 года генерал-майору авиации Асканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня в республике, да и в России, нет человека, который не знал бы о подвиге Асканова. В школе, где он учился, открыт музей в его честь. Аэропорт в Магайсе носит имя первого героя. Также всех прилетающих в Ингушетию встречает копия самолета МиГ-29, на котором разбился генерал. В Липецке на месте трагедии установлен памятный обелиск. Список туристических маршрутов в Горной Ингушетии значительно пополнился. Специалисты Комитета по туризму предлагают гостям республики отправиться к древней сторожевой башне. По этому пути уже прошел наш корреспондент. Прекрасные пейзажи впечатлили Тамерлана Хамхоева. На одной из высших точек Асиновского ущелья среди густых хвойных лесов спряталась сторожевая башня Земгала. Уже само название башни говорит об ее изначальном предназначении, и разглядеть это каменное сооружение в густых зарослях очень непросто. Впрочем, экскурсоводы Комитета по туризму Ингушетии проложили маршрут к уникальному памятнику архитектуры. Начинается путь с моста через реку Асса, который ведет к Эко-Чежинскому водопаду. Оттуда можно увидеть все это ущелье, и также можно посмотреть на гору Ушков с левой стороны, от которой находится от этой башни гора. А сейчас мы уже, тут есть две дороги, по которым можно добраться до этих башен, смотровой башни. И мы выбрали на сегодняшний день дорогу, которая ведет на Эко-Чежинскому водопаду. То есть другая дорога там уже размытая, там труднодоступная, поэтому мы выбрали более легкий такой маршрут. Хамхи, Таргим, Эгекал, Вовнушки – все эти туристические маршруты гости республики и местные жители посещают из раза в раз. Открыть для себя что-то новое – вот задача туристов, которые охотно рискнут пройти путь на Земгал. Таких людей бывает достаточно много. Многие туристические группы, туристические фирмы, которые направляются к нам для осмотра некоторых архитектурных памятников башенных комплексов Горной Ингушетии, они хотят посмотреть то, что находится возле дороги. Но бывает, находятся и такие люди, в основном это семейные пары, это в основном и студенты, которые сами приехали осмотреть все эти красивые места. Но им интересно те уже труднодоступные маршруты, буквально в смысле тот маршрут, на котором мы сейчас находимся. В горы без подготовки лучше не лезть. Тропы как таковой на этом маршруте нет, поэтому задача пройти его до конца существенно осложняется. Зачастую приходится карабкаться по камням вверх, но это только добавляет интереса. В целом, путь до башни занимает чуть меньше часа. Важно выбрать хорошую обувь, взять с собой непромокаемые вещи на случай, если пойдет дождь, и тогда прохождение этого маршрута не составит особых проблем. Это была смотровая башня, также и сторожевая, которая простреливается все Асинское ущелье. Внизу у нас пролегает Асинское ущелье, самое красивое ущелье, на мой взгляд, и вид отсюда очень такой уже завораживающий. А к югу от этой башни, справа от нас, там пролегает уже маршрут к Эко-Чежинскому водопаду. И как мы уже начали мы с тропинки на Эко-Чежинский водопад и свернули направо к этим сторожевым башням. То есть это Земгала, то есть расположенные на хребте Земдук и имеющие возможность прослеживать тропинку уже к горе Ушкорт. Башня Земгала является ярким свидетельством того, как предки ингушей контролировали свои владения. Этот уникальный памятник культуры несет в себе историю края, и наша задача – передать его последующим поколениям. Тамерлан Хамхоев, Магомед Шухалов, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.